Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Буквально на днях объявлен конкурс на грант главы республики для образовательных организаций, реализующих инновационные проекты. Конкурс проходит в целях внедрения новых моделей структуры, содержания, образования, организационно-правовых форм образовательных институтов, экономических условий деятельности и моделей управления образованием. Мы сегодня поговорим о проектах, ставшими победителями конкурса прошлого года. Наш гость в студии Дмитрий Бестинов, директор музея и центра Хомуса народов мира, руководитель проекта «Культурно-образовательные события. Хомусный код». Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, наверное, с основного. Вот как вообще зародилась идея такого проекта? Ну, вообще культурно-образовательное событие – это коллаборация сферы образования и культуры. И, конечно, мы относимся как подведомственное учреждение культуры, в отрасль культуры, но все-таки мы работаем тоже с молодежью. И данная деятельность, она как бы не только охватывает только детей и население города Якутска, но и также в целях мы вообще охватить муниципальное образование сделали, а также вообще исследования мы провели. Довольно интересное исследование у нас получилось. Вообще есть такое понятие социокультурная ситуация в каждом муниципальном образовании. И мы методику именно выбрали Анатолия Марковича Цирюльникова, ведущего этнопедагога, исследователя именно этой сферы, и изучили примерно 10 улусов, может быть и чуть и больше, изучили их программы развития образования и программы развития культуры. И у нас итоги показали не очень такие хорошие результаты, но все-таки, конечно, работа таковая велась по части именно образования именно по изучению культуры на местах и так далее. Но мы выбрали именно заречную группу улусов и часть южной группы Южной Якутии, а также и часть северных улусов. И, конечно же, мы ориентировались по нашему исследованию, и на сегодня у нас наш охват уже мы реализовали в 9 муниципальных образованиях. Осталось у нас завершение проекта, это в апреле уже со 2 по 4 мы будем завершать этот проект в Татинском улусе. И данное исследование показало, что, конечно, на местах работы ведутся, но не так хотелось бы, как активно. Все-таки мы национальная республика, и акцент на национальную культуру тоже должен быть. И это внимание должна быть не только культуры, но и образования. А вот какие основные факторы влияют на формирование этнокультурного кода? Мы считаем, что данные факторы – это на местах вообще сама история этого муниципального образования, а также их, соответственно, деятелю культуры, там какая именно история по деятелям культуры, какие фольклорные жанры сохранились на сегодня и какие активно сегодня ведутся. Также мы конкретно смотрели не только в общем по культуре, но мы ориентировались только по Хомусу. Есть ли там кузнецы, насколько активно они занимаются этой деятельностью, много ли этих кузнецов на местах работают, а также и педагогов, которые занимаются этим делом. Так, какова основная причина, например, участия и потом полное неокончание этих курсов, какова причина этих детей, насколько большой охват и общее количество вообще учащихся именно в кружках. Плюс еще же где-то примерно век назад деление по улусам было совершенно иное, чем сейчас. Совсем другое было. Это тоже влияет? Конечно, это тоже влияет, но уже мы порядка где-то 70-80 лет уже живем по новой форме ранирования, да, и уже у нас уже история уже по-новому идет, но все-таки такое разделение все равно имеет место влияния быть, и мы особо сильно не вдаваемся в такие причины именно ранирования, работаем именно с сегодняшним материалом, то, что у нас сегодня есть. Получается, в этом и заключается основное отличие вашего проекта от каких-то образовательных курсов, которые уже существовали до? Да, конечно, у нас были, но они проводились в основном в городе Якутске, и охват, конечно, был у них намного меньше. А сейчас в наших планах мы должны охватить по всем муниципальным образованиям, по всем 10 улусам, которые принимают участие в проекте, около 200 тысяч детей. Сегодня мы реализовали, охватили 1825 детей. И осталось в Татинском улусе у нас реализовать около 270 детей, охватить.
А также как бы отличительная черта, отличительная как бы, уникальность этого проекта, мы считаем, что в данном проекте мы также и оказываем внимание детям участников специальной военной операции. Изначально как бы в нашем проекте эта идея была заложена, и в каждом УЛУСе, муниципальном образовании, мы дарим около 20 этих национальных инструментов хомусов детям участников специальной военной операции. Вот. И для этого проекта как бы у нас не только работники музея и Центра хомусов народов мира работают и вообще ведут эту деятельность. Тут у нас именно принимают участие и педагоги из разных муниципальных образований наследников, а также и кузнецы из всей республики. Кузнецы, они вначале только, до старта проекта они нам предоставили около 200 таких музыкальных инструментов, и в каждом УЛУСе, когда мы реализуем этот проект, мы дарим детям по 20 этих музыкальных инструментов на безвозмездной основе. Скажите, а почему решили отправиться в Заречье? У нас именно ориентировались таким образом, что да, у нас в Вилюйской группе УЛУСов у нас и в центральной группе УЛУСов у нас работа более-менее активно ведется, так как у нас там уже есть свои проекты. Например, хомусная олимпиада, она проводится только в Вилюйской группе УЛУСов и центральной Якутии, и часть заречной группы УЛУСов. А также очень активные мероприятия там только есть и по текущей нашей работе. А вот заречная группа УЛУСов и часть северных УЛУСов, а также и южная Якутия, она как-то у нас не так сильно задействована была тогда, когда мы только как бы начали реализовать этот проект, планировать. И мы с командой как бы решили, что именно, скорее всего, изучив их программы, надо бы сделать акцент именно на ту часть Якутии. А вот вы охватили и часть северных УЛУСов, Да. и часть южной Якутии. Есть ли что-то общее между этими районами? Ведь они находятся на очень далеком расстоянии друг от друга. Да, они очень на далеком расстоянии. Конечно же, национальный состав имеет как бы особо важное значение, но все-таки хомус — это такой мультикультурный инструмент. Она есть у 250 народов вообще мира. И, конечно же, когда мы приходим, детям это большой праздник. Они очень ожидают и очень ждут. Но самое главное, тут на местах нам очень помогает управление образования, работники управления образования, а также и руководители, и директора этих школ, где мы базируемся именно по проведению. Охват, например, внутри УЛУСа самый разный. Например, иногда бывает, что организаторы охватывают только как бы центр муниципального образования, но и бывает так, что и из населенных пунктов даже как бы приглашают этих детей по 20, по 25. И в среднем у нас там получается в этих УЛУСах охват, стандартно мы должны охватить по 200 детей. Но в таких отдаленных местах, например, как в Оймеконском УЛУСе, как в Нюрингринском УЛУСе районе, у нас, конечно, мы не достигли таких показателей, но все-таки мы реализовали там проект. Мы у себя в начале нашего проекта установили такой минимальный рубеж, что меньше 50 детей мы туда не будем выезжать. Но нашему сегодняшнему как бы везению такой барьер у нас не был установлен. Были от 100 и выше, от 180 и выше. Ну и не оставляйте без внимания коренные малочисленные народы. Конечно, всех мы охватываем, потому что подбор основных детей, это прерогатива местных наших коллег, но все-таки хомус, как я говорил, мультикультурный инструмент, у всех народов есть, и мы работаем со всеми, не только якутами, народами Сахан, представителями народа Сахан, но и со всеми северными народами, с русскими, а также в Оймеконском УЛУСе вообще у нас многонациональный такой УЛУС. Мы попытались реализовать и организовать данную деятельность без различий для всех. Дмитрий Дмитриевич, а ведь есть же такой еще инструмент, который называется варган. Он распространен, если я не ошибаюсь, больше в сибирской части нашей страны. Как-то есть момент межрегионального взаимодействия или пока еще рано говорить? Межрегионального взаимодействия? Вообще наш музей и центр изначально поставил такую высокую планку, что
В 90-м году только был учрежден музей, и в 91-м году уже был реализован международный конгресс-фестиваль, второй международный конгресс-фестиваль. Поэтому именно рассказать насчет сотрудничества, то у нас данное сотрудничество идет по всему миру. Потому что мы уже в 91 году реализовали столь большое событие, культурное событие. Потом данное событие повторилось в 2011 году. И последнее такое большое международное событие у нас в 2022 году в городе Якутске было состоялось. А так, да, с нашими коллегами с других регионов и из Москвы, а также мы работаем постоянно. Вот в прошлом году у нас в ноябре месяце, в начале, у нас была организована научно-практическая конференция «Культурный код Хомуса. Историко-культурном пространстве». Ну, она была у нас в Республике Саха-Якутия, в городе Якутске, а также и были приглашены из регионов, из других регионов Российской Федерации. Также и участники из Москвы, а также из Санкт-Петербурга были. Можно ли подвести какие-то промежуточные итоги проекта? Мы считаем, что данный проект очень помог именно по части популяризации, а также и по достижению стратегических целей социально-экономического развития нашей республики. Потому что у нас там отражены именно отдельной строкой эти стратегические цели, что Хомус, Алгыс, Игых и так далее, но они должны быть выйти на международное культурное пространство. Мы этим проектом обеспечиваем новое поколение хомусистов, приглашаем в ту сферу культуры именно новых имен, новых талантливых, одаренных детей, а также и находим параллельно своих тоже активно работающих этнопедагогов, педагогов, которые занимаются и на местах, и муниципальных образований. Мы не только в нашем проекте охватываем только работников культуры из города Якутска, мы охватываем в данном проекте и сферу образования, муниципальных образований, а также и по педагогам, если говорить, то, например, у нас принимают участие из Мегино-Кангаласка, из Чурапчинского улуса, из Горного улуса. Они все сейчас работают и творят на местах. Но когда во время реализации проекта они собираются в одном месте и реализуют данные мероприятия. Например, вот сейчас в Татинском улусе. А так, да, мы благодарны нашему главе, что данный проект вообще это большой толчок именно в развитии любой сферы, именно и образования, и культуры, что она дает не только если мы только возможностями одного учреждения мы не смогли бы такой вопрос поднять и реализовать. Но с помощью таких грантов мы уже работаем не только внутри нашей республики, но и можем реализовать и извне, а также и охватить наши населенные, самые такие отдаленные уголки нашей республики. Ну что ж, я думаю, что, Дмитрий Дмитриевич, все планы, которые вы наметили, они обязательно исполнятся и с очень хорошими результатами. Спасибо, что нашли для нас время и пришли сегодня в студию поговорить. Спасибо. Удачного дня. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.